Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Поправки в бюджете Северной Осетии сегодня во втором чтении утвердил парламент республики. Правда, были инициативы, которые так и не нашли поддержки. Всего депутаты рассмотрели более 10 вопросов. Сегодня Владикавказ посетили главы городов Северокавказского федерального округа. В числе участников представители Пятигорска, Ставрополя, Нальчика и Магаса. Чиновники посетили объекты социальной инфраструктуры нашего города. Сегодня республика отмечает День осетинского языка и литературы. По традиции вспоминают тех, кто стоял у истоков. К могиле Костахи Тагурова возложили цветы. Эти и другие темы далее подробно. Поправки в бюджете республики сегодня во втором чтении утвердил парламент Северной Осетии. Правда, не все. Были инициативы, которые так и не нашли поддержки среди депутатов. Например, предлагалось более 30 миллионов рублей снять с программы по ремонту республиканских дорог, принятой в первом чтении, и направить на их содержание. В это входит не только ямочный ремонт, но и уборка придорожной территории. Поправка была отклонена. Дорога не отремонтирована, то зачем ее содержать? Понимаете, вот по раздолбанной дороге ездить, коллеги, мы что же не с луной свалились? А единственное, что лично меня сдерживает, это то, что 3 года назад мы уже как бы тендер выиграли, а теперь надо, скажем, сохраняя лицо, делать то, что в принципе нельзя делать. Еще один важный вопрос был вынесен на обсуждение – обеспечение сел правобережного района водой. Для этого от селения Старый Батако до Заманкула необходимо проложить трубу протяженностью более 11 километров. Дополнительно на реализацию проекта требуется 64 миллиона рублей. Парламентарии долго не могли понять, почему в первоначальной смете не учли все расходы. Кстати, труба все же есть, а ответвления от нее, по которым вода будет течь в села, нет. Я на самом деле мечтаю, чтобы в Заманкуле утки научились наконец-то плавать. Проблема же у заманкульских водоплавающих, что там нет воды. И вот если мы за счет фоногдона заставим, научим гусей и уток плавать, это будет счастье. В итоге депутаты проголосовали за выделение средств, а это значит, что в ближайшее время у жителей правого берега в домах появится вода. Всего парламентарии рассмотрели более 10 вопросов. По каждой поправке голосование проходило отдельно. Возникли вопросы по поводу появления в бюджете 70 миллионов рублей, с учетом того, что в первом чтении этих денег не было. Выяснилось, что это прибыль от алкогольной промышленности. В итоге было принято решение распределять бюджетные средства по итогам первого чтения без учета акцизного дохода. Елена Черенкова, Олег Рамонов, Заур Цеов, Осетия ТВ. Доклад Сергея Дзантьева. Мэры городов Северокавказского федерального округа слушают внимательно и делают пометки. Обмениваться опытом для них не в новинку. Они приезжают во Владикавказ уже 3-й год подряд. В этот раз главная тема – создать условия для занятий массовым спортом. Во Владикавказе работа разделена на несколько направлений. Пропаганда здорового образа жизни, создание спортивной и культурно-образовательной инфраструктуры. Постоянно открывать новые объекты сложно, подчеркивает мэр. Денег в бюджете не хватает. Именно поэтому активно подключают бизнес. У нас 10-15%, наверное, площадок и детских, и спортивных строили за счет привлечения инвесторов. То есть такой элемент есть, он практикуется во многих регионах, и без этого трудно рассчитывать на такой широкий охват строительства площадок, потому что социально есть такое понятие социально активный бизнес, и многие придерживаются этого принципа, в том числе и у нас в городе. За последние годы многое сделано в области популяризации здорового образа жизни. Уже планируется строительство нескольких бассейнов. Невероятно быстро развиваются и зимние виды спорта. Правда, ледовая арена уже не может принимать новичков. Чтобы все желающие могли встать на коньки, Владикавказу нужен хотя бы еще один подобный объект, но бюджет ограничен. Первых мастеров спорта выпускает и теннисная академия «Асгард». Несколько кортов для взрослых и детей заняты целыми днями. Многие города-соседи посматривают на эти центры с долей зависти. Та академия, которую мы сегодня посетили, она может быть одна из лучших на Северном Кавказе. Очень приятно, что и наши ребята с Нальчика приезжают сюда заниматься, участвуют в соревнованиях и вообще поддерживаем друг друга. Я надеюсь, что следующий наш приезд будет еще лучше и краше город Владикавказ.
Много внимания уделяют и облагораживанию территории. Появился теренкор, приведены в порядок водная станция и набережная. В ближайшее время начнут строить детские лагеря. Есть проект по 5 объектам. Вкупе они будут рассчитаны на 1000 детей. В рамках визита делегация посетила также мемориал славы, возложила цветы. Все гости стали участниками акции «Дерево Победы». Посадили именные ели. Одним из последних пунктов экскурсии стал производственный цех группы компаний «Бавария». Остановились у теплиц, где с использованием всех современных технологий выращивают огурцы и картофель. Эффективность производства отметил мэр Ставрополя. Безусловно, впечатляющее предприятие по своей широте видов деятельности. Это вам тут и теплица, здесь и производство чистого семенного картофеля на высоте 2400 метров. Это прекрасное пиво, по заявлению руководителя. Объемы пива, реализуемые в Ставропольском крае, самые большие его. Итог встречи – решение о создании ассоциации мэров городов из КФО. Кавказ – регион специфический, отмечают чиновники. Именно поэтому опираться на опыт Урала или Дальнего Востока невозможно. Планируется, что подобные совещания уже в рамках работы новой организации будут проводиться чаще. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Атака террористов успешно отражена. В пригородном районе Северной Осетии прошли крупномасштабные антитеррористические учения. В ликвидации условного противника участвовали силы ФСБ, МВД, МЧС Республики и подразделения 58-й армии. По легенде учений, ранним утром бандгруппа совершила вооруженное нападение на грузовик, перевозивший военнослужащих. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники силовых ведомств и армии. Был развернут оперативный штаб. Прикрываясь заложниками, группа боевиков попыталась скрыться в горно-лесистой местности. Руководитель оперативного штаба принимает решение провести силовую операцию по нейтрализации террористов. В результате скоординированных действий всех участников операции бандгруппа была уничтожена. Подобные учения регулярно проводятся под эгидой Национального антитеррористического комитета. Североостинское отделение общественного движения «Народный фронт» провело круглый стол по проблемам здравоохранения. Активисты ОНФ провели серию мониторингов медучреждений, в том числе и по резонансным темам в СМИ. Как оказалось, в системе здравоохранения республики выявлен ряд болевых точек. Итоги нашего мониторинга, они были интересны и самому Минздраву, исходя из которых они также участвовали в обсуждениях, также участвовали в принятии решений. И я думаю, в дальнейшем те итоги, к которым мы пришли на этом круглом столе, они выльются в какие-то решения, которые будут внедряться здесь, в нашей системе РСО. По мнению экспертов, незамедлительно стоит решать вопросы отсутствия необходимого минимума машин скорой помощи, наличия необходимого количества льготных лекарственных средств, доступности роддомов, качества оказываемых больным услуг и так далее. Особое внимание на встрече было уделено оптимизации больниц и клиник. Так, чтобы соблюсти майские указы президента, избежав тем самым кризиса, необходимо переходить на современные стандарты в работе. Позже эксперты обсудили вопросы о томографах, точнее их нехватке. Так, сегодня в наличии у республики 7 томографов. Из них с переменным успехом работают лишь 5. Реальных вариантов обследоваться у людей лишь 2. Или месяц ждать очереди в Бесланский многопрофильный центр, или же ехать в Кабардино-Балкарию. Так, чтобы дождаться приема у врача, в среднем необходимо запастись терпением и прождать около часа. Если же вы вызываете карету скорой помощи, то в среднем вам придется ждать от 1 до 1,5 часов. И при этом постараться не умереть. Как обыватель, меня, конечно, какие-то пункты очень даже не устраивают. Вот, допустим, скорая помощь. Вот 6 машин – это минимум. 6 машин не решит никак проблему. То, что касается скорой помощи, конечно, путей совершенствования должно быть много, но все должно быть тоже регламентировано. И много это зависит от профессиональной подготовки и прежде всего диспетчеров. Мы сейчас пытаемся, чтобы у каждого диспетчера был список, который хронических больных. Ну а льготные лекарственные средства возможно получить лишь в том случае, если вы состоите в реестре хронических больных уже не первый год. В противном случае необходимо будет подождать внесения в заветный список или же купить его втридорога самому. Любой пациент вправе выбирать больницу, в которой хочет проходить лечение. Есть одно «но», если медучреждение не против лечить данного пациента. Следовательно, не совсем понятна целесообразность
этой поправки. Доступность среды в больницах и клиниках также оставляет желать лучшего. Как утверждают эксперты, должным образом все условия соблюдены лишь в офтальмологическом центре КБСП. Однако мониторинг показал, что качество обслуживания пациентов в той же республиканской клинической больнице стремительно растет. Все выявленные проблемы лягут в основу тем и вопросов, которые планируется вынести на повестку предстоящей Всероссийской конференции по здравоохранению. Форум состоится через месяц при непосредственном участии главы государства и лидера ОНФ Владимира Путина. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Иран зердуга атензен фадиша, амаканен шахдаг Иран нахаш. В пантеон Осетинской церкви ранним утром пришли первые лица республики, представители общественности, студенты и школьники. В День осетинского языка и литературы здесь по традиции вспоминают тех, кто стоял у истоков. Возложение цветов к могиле Костахи Тагурова – дань памяти и уважения основоположнику осетинского языка и литературы. Его сборник стихов «Ирон Фандер» более века назад увидел свет именно 15 мая. К молодежи обратился председатель Союза писателей Северной Осетии Камал Ходов. В Осетии много праздников, но этот самый главный, считает поэт. Наш главный праздник. День осетинского языка и литературы – еще один повод для радости и гордости за свою родину. А знание родного языка касается каждого осетина. Каждый год мы отмечаем День осетинского языка, наверное, для того, чтобы в очередной раз сказать себе, насколько он дорог и красив каждому живущему в Осетии. Наверное, самая главная задача любой национальности – сохранить свой язык. И чтобы его сохранить, нам необходимо, конечно, разговаривать на родном языке, разговаривать дома, разговаривать в быту, издавать книги на родном языке, ставить спектакли. Это очень важно. Без языка народа быть не может. И пока жив язык, пока на нем будут говорить дети, будут живы лучшие традиции осетинского народа, которые мы сможем передать будущим поколениям. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.